Шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц на средних волнах в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове, в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Увидеть нас, не только услышать, но и увидеть можно во время онлайн-трансляции на сайте Крым Реалии, на наших страницах в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там же мы внимательно читаем ваши комментарии. Кроме того, вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире. Для крымчан есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер телефона бесплатный. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, столетие первого Курултая крымско-татарского народа отмечается в эти дни. Поговорим об этом. Поговорим, насколько важен этот орган в самоуправлении крымско-татарского народа, каково его историческое значение для крымско-татарского национального движения, что представляет из себя медиакомпания, которую анонсировало Министерство информации Украины и посвятило столетию Курултая. Об этом всем мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. 100 лет назад состоялся первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917 года там рассматривались вопросы государственного строя Крыма, взаимоотношения крымских татар с другими национальностями полуострова, политика национального правительства, важные законы проведения ключевых реформ. В частности, тогда высший представительный полномочный орган крымско-татарского народа утвердил свою национальную символику – флаг голубого цвета, гимн и герб в виде золотой тамги крымских ханов. Национальный съезд созывался в переломные и судьбоносные моменты для крымско-татарского народа. Большое количество человек обсуждали актуальные темы и предлагали свои пути решения проблем. 22 ноября в Киеве состоялась презентация монеты в честь столетия национального съезда. На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины. Под гербом изображение карты полуострова Крым, на синем фоне которой желтыми буквами написаны строки из гимна крымско-татарского народа. «Я поклялся, я дал слово умереть за народ». Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров отметил, выпуск монеты – это проявление уважения со стороны України к одному із корінних народів страни. Це дійсно, знаєте, таке дуже сконцентроване матеріальне викладення кримсько-татарської новітньої історії. 100 років тому ми скликали перший Курултай кримсько-татарського народу, і він проголосив Кримську Народну Республіку. Він запросив всіх, хто живе в Криму, разом будувати Крим. Кабинет министров Украины утвердил план празднования памятной даты, который предусматривает проведение торжественного заседания Верховной Рады 6 декабря. Крым в центре внимания. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона, 8 800 10 06 926. По этому телефону каждый наш слушатель из Крыма может дозвониться прямо в прямой эфир, простите за такую тавтологию. 8 800 10 06 926. Звонки на этот телефон бесплатные. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Итак, мы говорим о столетии первого Курултая в Крыму. Итак, я приветствую в нашем эфире Заира Смедляева, главу ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Итак, мы еще далее в нашем эфире поговорим о том, при каких обстоятельствах стало возможно в Крыму проведение первого Курултая. Но сейчас я хочу у вас узнать, в каких обстоятельствах сейчас проходит работа после того, как был проведен Курултай в 2017 году. Да, эта вот традиция управления, она была прервана на долгое время. Насколько сейчас можно говорить, да, о вынужденном таком перерыве? Доброе утро.
Насколько вы помните, знаете, 100 лет назад был возрожден национальная институция, да, Курултай крымско-татарского народа, это высший полномочный представительный орган. Потом, скажем так, он прекратил свое существование и в 1991 году возобновил свою деятельность. Уже вторая сессия Курултая состоялась, где также был учрежден представительный исполнительный орган на период между сессиями Меджлис крымско-татарского народа. И вот уже, скажем так, после тех печальных событий февраля-марта 2014 года наш представительный орган на территории Крыма не может работать. И в прошлом году решением суда Российской Федерации Меджлис крымско-татарского народа был отнесен к экстремистской организации, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Но есть определенная периодичность проведения Курултая, да, который потом избирает Меджлис крымско-татарского народа. Об этом давайте поговорим. В 2014 году вот собирался Курултай. Когда должен собраться следующий? И вот какое решение было принято в связи с оккупацией Крымского полуострова? Во-первых, скажем так, срок полномочий Курултая крымско-татарского народа составляет 5 лет, и его полномочия заканчиваются с момента избрания нового состава Курултая крымско-татарского народа. Да, уже прошло 2 сессии вновь избранного Курултая 6-го созыва, избран Меджлис, но после, опять я повторяю, тех событий было принято решение о том, что скажем, на территории Крыма нецелесообразно проведение сессии Курултая, так как это не будет, скажем, не будет объективности, потом каждый делегат будет ощущать на себе давление, которое, в принципе, никогда не останавливалось, оно продолжается до сих пор. А за пределами Крыма, просто никто не даст тоже такой возможности провести, потому что здешние силовики преследуют и делегатов Курултая, и членов Меджлиса. Поэтому было принято решение, что при председателе Меджлиса крымско-татарского народа создается совет, который, в принципе, определяет дальнейшую стратегию и представляет интересы крымско-татарского народа. А до создания, скажем, условий свободного проведения и Курултая, и выборов, такие действия на территории Крыма просто считаются невозможными. Напоминаю, что с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, смотрите, есть уже заявление, да, есть комментарий о том, что, вероятно, статус Курултая крымско-татарского народа будет зафиксирован при внесении изменений в Конституцию Украины. Известно ли вам что-то об этом? Можете ли вы дать свою оценку? Пока есть различные проекты изменений в закон, в статью 10 Конституции, то есть и о формах взаимодействия. Какая из них будет окончательно принята, я не готов сказать, но то, что наш национальный орган самоорганизации, наш высший полномочный представительный орган должен быть там включен в этот документ и зафиксирован, это нормальное такое решение, нормальное предложение. И что там будет окончательно, посмотрим. Это уже вопрос того, как поддерживают депутаты. А с другой стороны, я хочу сказать, что мы опять говорим о тех условиях, в которых
существуем, мы находимся сегодня. Здесь не прекращаются попытки вначале это воздействие на делегатов Курултая, созыва там его очередной сессии и попытки переформатирования Меджлиса. После того, как эти попытки потерпели фиаско, пошли другие попытки создания псевдонациональных органов и придания им статуса представительного. И были там различные там, провластные организации пытаться представлять интересы крымских татар. И вот сейчас накануне, опять же, идут очередные попытки, накануне столетия первого Курултая, точно так же собрать представителей там мусульманства, каких-то, скажем, бывших делегатов Курултая, не бывших, избранных, неизбранных, самоназванных, плюс какие-то еще крымско-татарские, псевдо-крымско-татарские там организации собрать и провозгласить какой-то представительный орган. То есть такие попытки продолжаются и по сей день, и в принципе. Но ведь выборы делегатов Курултая — это довольно-таки серьезный избирательный процесс, вот, ну, действительно избирательный процесс. Возможно ли сейчас его проведение в Крыму, будут ли пытаться там что-то подобное сделать, либо это носит исключительно такой декоративный там сейчас характер, вот эти попытки, о которых вы говорите? Ну, выборы здесь провести невозможно в этих условиях, все это прекрасно понимают, поэтому какие-то организации, которые пытаются называть себя крымско-татарскими, типа «Рога и копыта», пытаются здесь путем объединения двух-трех таких организаций говорить о том, что они представляют интересы всего крымско-татарского народа. А относительно выборов, выборы в Курултай крымско-татарского народа в 2013 году прошли путем прямого тайного голосования, где больше половины нашего народа принимало участие избирательного возраста, имеющие избирательное право. При проведении этих выборов делегатов Курултая присутствовали наблюдатели от Комитета избирателей Украины, от международных организаций, от самих кандидатов и тех общественных объединений и партий, которые участвовали в этом выборе. Поэтому каких-то серьезных там нарушений не было. Были какие-то незначительные нарушения, они говорили, их рассматривали. Поэтому и международное сообщество признает тот Курултай и те выборы, а все эти другие попытки это просто фейк. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. И вот в продолжение разговора о возможных изменениях в Конституцию Украины и закрепления там статуса Курултая, давайте послушаем комментарий Рифата Чубарова, народного депутата Украины, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Точка зрения. На минулому тижні робоча підгрупа Конституційної комісії вже підготувала цілісний текст змін і доповнень до Конституції України, до розділу 10, який називається «Автономна Республіка Крим». Зараз цей текст спрямовується до членів робочої групи, це 25 членів Конституційної комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу. І потім ми плануємо, і це все це має відбутися в грудні, щоб це було винесено на обговорення Конституційної комісії України. І хотів би сказати, що там є в нашому підготовленому цілісному тексті є і норма, яка передбачає збереження такої інституції кримсько-татарського народу от в тій автономії, яка буде діяти на деокупованій кримській землі. І я просто зачитаю, як цей пункт він звучить.
вищим представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначені Курултаєм кримськотатарського народу. Мені здається, от таким одним реченням, але дуже змістовним, ми намагаємося, скажімо, от завершити той процес вирішення своєї долі кримськотатарським народом з урахуванням інтересів, прав всіх тих, хто є сусідами, поруч, разом з кримськими татарами, бо перший Курултай кримськотатарського народу, який відкрив свою роботу за старим стилем 26 листопада, або за новим це 9 грудня, він якраз і намагався зробити все для того, щоб в Криму кримськотатарські народи вирішували свою долю самостійно, без диктату з боку будь-кого, але в той же час кримськотатарі, вони це проголосили, в тих документах, які прийняли, що вони закликають всіх інших в Криму разом з ними вирішувати спільно долю Криму. Така була позиція кримськотатар. Точка зрения. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель имеет возможность принять участие в прямом эфире. Для жителей Крымского полуострова номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Также вы можете писать нам письма, контакты найдете на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Итак, продолжаем эфир, и в продолжение комментарий крымского историка Гульнары Бекировой о том, как, собственно, проходил 100 лет назад первый Курултай крымско-татарского народа, о том, как крымско-татарская общественность и небезразличные крымчане объединили свои силы для того, чтобы привести к власти новых молодых людей. Кроме того, тогда крымско-татарский народ начал мобилизацию против большевиков. Давайте об этом послушаем. Точка зрения. В марте 1917 года крымские татары, ведомые своими старшими, я хочу подчеркнуть, интеллектуалами, призвали, можно сказать, передали некоторые такие основные полномочия по тому, чтобы придать Крыму вот это самое новое дыхание, призвали, что называется, к власти новую молодую поросль людей, которые были высокообразованы, которые, несмотря на это, уже приобрели достаточный жизненный опыт. Эти имена нам сегодня хорошо известны. Нуман Челебиджихан возглавил мусульманский исполнительный комитет и одновременно стал муфтием. Это впервые в истории крымско-татарского народа демократически избранный муфти. Ему было на тот момент всего 32 года. Его ближайший соратник Джафер Сейдамет, он был еще моложе, ему было на тот момент 28 лет. Это человек, который учился в Сорбонне, это интеллектуал. И люди, которые были рядом с ними, Ахмед Узенбашлы, Сейджилил Хаттатов. Это, знаете, для нас очень важно сегодня, для структур, это сочетание опыта и молодости. И, в общем, таким образом Крым начал развиваться, имея вот этот самый, с одной стороны, крымско-татарский сценарий развития, а в то же время европейский. Почему я говорю европейский? Потому что когда они приступили, вот эти самые люди приступили к своей работе, они организовали газеты, они реформировали земельные, так сказать, отношения. А на тот момент, я хочу это подчеркнуть, крымские татары были, несмотря на то, что это коренной народ Крымского полуострова, на тот момент ни у кого этого не вызывало сомнений,
крымские татары были самым угнетенным крымским этносом. Это было связано с полуторавековой политикой царского режима по выдавливанию коренного народа Крыма после первой аннексии 1783 года. Спустя несколько месяцев Курултай был, что называется, уже готов к работе. В значительной степени катализировало это событие то, что к власти пришли большевики. И крымские татары, по сути, были единственной организованной силой, которые на тот момент могли противостоять вот этой самой грубой, хамской, наглой силе большевиков. Точка зрения. Итак, это был комментарий Гульнары Бекировой, крымского историка. Напомню, что это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы столетие Курултая крымско-татарского народа, первого Курултая, который отмечается в эти дни. Несмотря на то, что сама дата впереди, уже есть заявления высших должностных лиц Украины. Вот, например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к крымским татарам по случаю столетия проведения первого Курултая. В обращении говорится, цитирую: «Вопрос освобождения Крыма, защиты крымских татар является одним из приоритетов нашей совместной работы. Правительство делает все возможное, чтобы защитить наших соотечественников от оккупантов. Верю, что следующий Курултай будет созван на освобожденной от оккупантов крымской земле». Конец цитаты. Я приветствую в нашем эфире Эмине Джипар, первого заместителя министра информационной политики Украины. Эмине, здравствуйте. Итак, о том, насколько высокий уровень сейчас, на насколько высоком уровне, прошу прощения, сейчас отмечается столетие Курултая крымско-татарского народа. И расскажите подробнее об информационной кампании, которую запускает Министерство інформаційної політики. Доброго ранку. Вітаю вас, колегою. Дякую за запитання. Мені здається, взагалі сьогодні, все, що стосується Криму, якщо порівнювати з тим, що було до 2014 року, всі заходи, вони проводяться на офіційному рівні, а відповідно на достатньо високому рівні, коли в нас є купа заяв президента, прем'єр-міністра, вищих посадових осіб. І коли, наприклад, кампанії стосовно Крима, це 5-6 кампаній системно кожного року, офіційно проводяться, запроваджуються міністерствами, зокрема Міністерством інформаційної політики. Це одна з складових нашої великої кампанії під слоганом «Крим – це Україна», яка була колись запропонована переселенцями. І її складовою якраз є оця і просвітницька, в тому числі, діяльність, коли в 2014 році українське суспільство отримало чи відкрило для себе запит на те, аби дізнатися, хто такі кримські татари. А як пояснити феномен того, що захисниками України в Криму виявились кримські татари, попри те, що був міф, що вони там потенційні сепаратисти або там бачать себе в лавах Турецької Республіки. Тобто, фактично, сторіччя Курултаю – це одна з кампаній, яку ми запустили вчора разом з Меджлісом, Кримським домом, купою істориків, в тому числі Гульнарою Бекіровою, яка нам допомагала робити контент до цієї дати. Зокрема, це було виготовлено відеоролик, який транслюватиметься телеканалами. Він інформативний, тобто він розповідає, що таке Курултай, для чого він скликався, коли він скликався, який його феномен був, тому що він скасовував соціальні привілеї, він вирівнював в правах жінок та чоловіків, були обрані жінки в Курултаї, що насправді було дуже незвичним для мусульманського населення того часу, а тим більше початку 20-го сторіччя. І головне, що я хотіла підкреслити, це те, що в супровідних заходах до цієї кампанії ми намагаємося показати, що той союз, який 100 років тому назад, більше 100 років тому назад між українцями і кримськими татарами не зміг з'явитися, він був стратегічний. Бо, напевно, якби він тоді був, якби представники Курултаю і директорії Центральної Ради тоді ще, коли утворювалася Українська Народна Республіка і Кримська Народна Республіка, змогли б домовитись, можливо, хід історії наших двох народів був би іншим, тому що ми фактично зіткнулися з одним агресором, тоді ще більшовицькою Росією. Сьогодні історія повторюється. Знову у нас час, 14-й рік, він штовхає до Союзу. І мені, насправді, в тих кампаніях, які в нас про Крим, червоною лінією йде, що Союз, він є природнім, кримських татар і українців, він є логічним, і він час вимагає цього Союзу.
Тому кампанія, напевно, в першу чергу про це. Ну і вона, звісно, вона підтримана урядом, тому вона свідчить про дуже високий рівень її проведення. Чи є у вас зворотній зв'язок, якийсь фідбек від цільової аудиторії цієї інформаційної кампанії? Про що саме більш за все хочуть дізнатися українці у темі Курултаю кримськотатарського народу? Хвилина в нас залишилася. Під час розроблення стратегії інформаційної реінтеграції Криму, і в тому числі іншого документу під назвою «Стратегія публічної дипломатії кримських татар», яка має на меті роботу з двома цільовими аудиторіями – національною і українською. Це консолідація фактично суспільної думки щодо того, що є Крим, чому кримські татари є корінним народом і що це означає по факту. А з іншого боку, це міжнародна аудиторія, і в тому числі аудиторія на окупованій території. Тобто це три цільові такі аудиторії. Ця кампанія про Курултай, враховуючи, що кримсько-татарська аудиторія її достатньо її знає, вона здебільшого орієнтована на оцю внутрішню українську аудиторію і на зовнішню аудиторію. Саме тому наш контент і англійською мовою, і українською мовою. Наша стратегія показує ці соціологічні дослідження, а та цифра, наприклад, що більше 60% українців вважають, що кримські татари мають бути захищені в своїх правах, і їх культурні, мовні права мають бути набагато вищі, ніж зараз. Вона свідчить про те, що той запит є, і рівень емпатії набагато більше, ніж він був. Дякую вам. Напоминаю, что с нами на связи была Эмина Джапар, первый заместитель министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы о столетии Курултая, крымско-татарского народа, который отмечается в эти дни. Пишите нам, звоните нам. Мы открыты для вас. Это радио «Крым Реалии». Продолжаем вас информировать. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Пока.